Газопровод проходит через дорогу, наш газопровод. Так, по эту сторону у нас газопровода нету. Эти кадры сняли газовики, прибывшие на место ЧП. Хлопок газа произошел 23 января в Плиеве, во дворе частного дома в нежилой пристройке. Комиссия по этому факту провела проверку и сразу же выявила нарушение. Это один штуцер торчит. Так, примерно расстояние метров 7 в этом районе. Так, вот у нас идет второй. Запах газа есть. Он проходит через лестницу. Вот он. В результате взрыва пострадали двое человек. Брат и сестра. Их в срочном порядке доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Они получили сильные термические ожоги 2-й и 3-й степени. Оказана первая помощь, и вчера в сопровождении медицины катастрофы были переведены в Махачкалинскую больницу для ожогов для оказания, по настоянию самих же родственников, для оказания дальнейшей помощи. На сегодняшний день действительно созванивались, узнавали, что состояние такое же, стабильно тяжелое. По словам представителей компании «Газпром», газораспределение Назрань, на месте ЧП зафиксирован целый перечень нарушений, в том числе и незаконное подключение к газопроводу и отсутствие договора технического обслуживания. Хлопок газовоздушной смеси произошел в результате утечки на газопроводе, принадлежащей потребителю, то есть сеть газопотребления низкого давления диаметром 25 мм. В связи с тем, что на данный газопровод было построено, на данном газопроводе кольцо было построено магазина, то есть нарушение всяких строительных норм и правил охраны газораспределительности. ЧП, по словам газовиков, произошло по вине самих потребителей. По данному факту еще проводится проверка. А между тем ресурсоснабжающая организация призывает жителей не повторять чужих ошибок и вовремя заключить договор технического обслуживания. Для того, чтобы заключить договор технического обслуживания, нужно в первую очередь обратиться в отдел по работе с клиентами. То есть человек приходит, обращается у нас по адресу город Назрань, Кавказская 7, для жителей Назрани. Есть отдел по работе с клиентами, они приходят, обращаются, заключают договор сразу. Наши специалисты выезжают, проводят обследование всей сети потребления, то есть газоиспользующего оборудования сети газопотребления в случае нарушений. То есть человек выдает предписание, он устраняет нарушения, и мы заключаем с ним договор технического обслуживания. Техническое обслуживание проводит не реже 1 раза в год. Сам договор заключается бесплатно, а заплатить нужно только после приемки акта выполненных работ. Эти и другие нюансы потребителям готовы рассказать и объяснить на месте. Самое главное — не пренебрегать своей жизнью. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.